Мы едем в Зеленоградск. Хочу показать люпины. Тут вот их немного. Но дальше должно быть больше. Вот видите, люпины. Вообще, я прочитала, что люпины относятся к бобовым растениям. Они очень красивые. И вот бывает, что и тут прям полями они цветут, но пока не вижу. Единичные вижу люпины, а полями пока нет. Там было побольше люпинов уже. А вот они вот. Тут много прям. Видел? Ну, у них сколько там тоже было. Вот тоже тут. Ну, конечно, они очень красивые. Такие фиолетовые, прям с белым кончиком. Ну, сколько. И вот сейчас, чуть попозже, будут фиолетовые поля прямо с этими люпинами. Это, наверное, лютики. Или вот этот колючий одуванчик, или как он. Так я не смогла вспомнить, как он называется. Смотрите, какое интересное облако. Его пробил самолет. Тут еще очень все такие облака интересные. Такое небо прям, ну, красивое очень небо. И вот желтая пыльца от рапса, кружащиеся в волнах. Люди отдыхающие, время вечер, мы приехали смотреть закат. Вот так это все выглядит вечером здесь, в Зеленоградске. На улице тепло, хорошо, приятно. Ну, чайки. Такая дорожка солнечная, сверкающая. Здорово. Сразу такое расслабление. Сегодня воскресенье. Я люблю, когда морем пахнет. Пахнет очень сильно сегодня морем. Еще и воскресенье. Завтра, правда, на работу, как всегда. Но мы же думаем сегодня о нашей жизни, о том, что происходит сегодня, а не завтра. Нужно жить сегодня. А сегодня выходной. Будешь счастливым. Небо прям очень красивое, не знаю, любуюсь им. Там облака даже такие кучерявые какие-то. Закат, вот именно тот участок золотой такой дорога. Золотой я сняла, да, уже. Золотая дорожка солнечная.
Максим не захотел с нами ехать. Говорит, ну, все, буду лежать дома все лето. Но его записали в математический лагерь, чтобы он зачислил математику, зачел. Со вторника, по-моему. Поэтому он экономит свои ресурсы и время дома находиться. И нервы. Да, и нервы. С нами же поедешь, мы же хотим посидеть, а он-то не хочет. Он хочет походить и уйти сразу, уехать. А нам-то охота посидеть, побалдеть. То на пляже, то на лавочке, то еще где-нибудь на нашем месте. Люди катаются, довольнёхоньки. Меня долго мучил вопрос, поеду ли я на этом колесе обозрения. Но после того, как сегодня утром у меня дико закружилась голова ни с того ни с сего, я пока откладываю этот вопрос. Потому что если уж она на ровном месте кружится, что же будет, если я на нем поеду? Вот так вот прям люди кайфуют, конечно. Но вот мне кажется, их там нещадно жгет солнце, жжет. Нет, там кондиционеры стоят. Еще и кондиционеры в кабинках стоят. Говорят, что... Обалдеть! О, я не знала, но это серьезная заявочка такая прям. Я-то думала, что там просто вот едешь и под палящими лучами солнца, а там еще климат-контроль, оказывается. Единственное, что, наверное, вечером лучший вариант оттуда снимать. Вот утром оттуда, да. Ну не знаю, мне кажется, оттуда хоть когда классно снимать. Ты думаешь, вот сейчас плохая картинка получится? Их слепят. Их слепит? Не знаю, смотря с какого края. Им, по сути, снимать город очень хорошо оттуда. Ну да. Много желтых. Я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне только знак. И хорошего вечера. Спасибо. Пошли в дискотеку. А вот я в дискотеку. Заря, закат. Да, на закатное. Солнце, Ну, освещение. хочешь, ходи, сними туда. Нет, я так, издалека. А там не видно будет. Вот оно наше море. Руку. Аккуратно. Так, вот здесь мы всегда тусуем колено свое. Сидим. Так удобно. Да, очень хорошо. Ой, вот так. Мои шорты сегодня розовые. И вот такая вот футболка. И тапки мои белые, модные тапочки мои. Мой лук
Как Ирина Хинди Сегодня говорит, такой. мой лук сегодня такой. Ой. Я за ней все повторяю. Это моя гуру. Гуру моды. Нет, она вообще просто моя гуру во всем. Они сегодня с Саши показывали, ну, видео от сегодня вышло, но, естественно, оно другого числа. Они показывали, как в соковыжималке выжимали, значит, морковный, свекольный, капустный, туда добавили сок. И, в общем, насмотрелась какого-то блогера, который считает, что это оздоровление. Ну, я тоже считаю, что это оздоровление. Вот. И, в общем, они выжимали. Я сижу такая, пью кофе, они выжимают сок. Ну, это утром у нас всегда так, знаете, происходит, что мы смотрим там Ирину Хинди, как они живут в Индии. Так, у Вовы комариная карма. Он пытается его сожрать. А убить-то ты ведь его не имеешь права, Вов. Так, Вова, у тебя не ахимса, извини. А что это у тебя за грязь такая на штанах? Ты где вляпался? Где-то уже сел. Уже где-то сел. Посмотри. Они тебя преследуют. А я невкусная, ты знаешь? Ага, а он один такой на твоей белой футболке. Так, белая футболка, это значит, ты его прихлопнешь, будет пятно. Но я не прихлопнул. Да, а вообще убивать нехорошо, я тебе честно говорю. Вот. Вообще комары здесь редкость, но они на Владимира Николаевича летят, если честно. Так вот, про Ирину Хинди. Мы каждый день следим, как они живут в Индии со своим мужем Саши. И мы все за ними повторяем. Не знаю, повторять ли мне морковно-капустно-свекольный сок. У меня нет соковыжималки. Вот. Но в целом... Палак панир был приготовить. О, панир. Мы нашли вегетарианское кафе здесь, называется Желатерия Лабар в Калининграде. Находится кафе в Центральном парке. Мы как-нибудь снимем там, как мы кушаем. И там есть томатный суп с жареным картофелем и паниром, то есть жареным адыгейским сыром. О боже, как же это вкусно! Ну, еще там у них есть пиццы разные вегетарианские, то есть вообще полностью вегетарианское кафе. Есть паста с грибами, паста с овощами, там всякие ризотто, итальянское кафе. Всякое вкусное. Ой, все, я хочу туда. Я хочу кушать, а мне нельзя. Сегодня вообще, между прочим, Экадаши, 6 июня. Сегодня мы, знаете, что сделали с утра, значит? Я отправила Владимира Николаевича в магазин после моего головокружения. Он сбегал и купил, значит, картошку, огурцы, помидоры. Мы наварили... и фарш для Максима, естественно, он же мясоед у нас. Мы наварили, значит, картошки. Максиму сделали пюре с котлетами, а нам вареный картофель с салатом из огурцов и помидоров. Это самая простецкая еда, самая вкусная в мире. Вот реально. Вкуснее ее просто ничего нет. Любите ли вы картошку с салатом? Отвечайте мне немедленно. Просто вареный картофель и салат из огурцов и помидоров. Это шедевр. И никакого жира в них не содержится. Потому что мы в картошку и в салат никогда не добавляем никакого масла, даже растительного, оливкового, никакого. Из-за моего дурацкого холестерина, который мне мешает жить в этом мире. Вот. И мы так натрескались. А еще нас соблазнило все-таки сделать бутерброд с сыром, в котором, кстати, холестерина просто очень много. То есть мы обезжирились полностью и затолкали в себя сыр. Смотри, какой комар большой вот летает. Это травяной комар считается, он совсем безобидный же. Только попробуй его раздавить. Да не пробуй. И это... Я такая защищаю. Комары, акстики, Я сегодня, между прочим, случайно убила мошку. Мне было очень жаль в автобусе, но она сама сзади села, я просто почесалась, и она умерла. Вот, простите меня, высшие силы. Ну и бутерброд один я с сыром съела, все равно не смогла я удержаться. Но было очень вкусно, прям очень вкусно. И вообще, вегетарианская еда самая вкусная в мире. Вкуснее ее ничего нет. И вот в этой желатерии, значит, там так, готовят просто потрясающе. Смотрите, какая пука пришла. Как наша пука. Как наша пуканька такая же. Ой, такое хорошее тут ходит все. Вот. Нашу пуку засняли. Сегодня я записывала расклады с утра. Мы специально остались дома,
потому что было жарко на улице, и мы вышли к вечеру и поехали в Зеленоградск именно вечером, а не утром, как обычно. И я записывала видео. Первое, значит, видео на канале было о жизни, а второе про отношения. И во время видео про отношения он меня так достал, он храпел просто вот на весь дом, как лошадь. Да, Владимир Николаевич тихонько пошел. И нет, не в соседней комнате. Он в нашей комнате лежал на подушках, на зеленых, индийских, и храпел. Владимир Николаевич тихонько подошел, пока я видео записывала, и утолкал его вместе с подушками в коридор. В итоге из коридора достается, или как это называется? Доносится, господи, почему я слово забыла? Наверное, тоже из-за того, что у меня маразм. Вот, храп такой дикий, просто дикий храп. И я все видео, значит, пишу видео расклад и понимаю, что там фоном он просто жутко храпит, как лошадь Пржевальского. И я ставлю в конце на паузу и снимаю с паузы уже, когда я вижу в камеру его лицо, которое 10-й сон, там, я не знаю, видит. Он даже не проснулся, на него вспышка была направлена, я вспышку не выключила. Я его снимаю, у него дергаются лапки во сне, он куда-то бежит и храпит, как лошадь. Это вообще было что-то с чем-то. Я все это сняла, как он храпел, и показала зрителям нашим на канале Школа Таро Альвиен. Вот, потому что, это надо было показать, как он постоянно всем портит этот фон. Люди же пишут на раскладах. Люди пишут: я не хочу вас смотреть, потому что у вас хрюкает, там, храпит, там, толкается, там, ходит собака. Как вообще можно таким быть тарологом? Ну, здрасте. В смысле? Вообще, как это в вашей голове сочетается? Есть у меня собака или нет, и позволяю ли я ей ходить по квартире вообще? Так, только у редких таких экземпляров. Нет, это редко, конечно, такие комментарии, но я иногда от таких комментариев просто млею. И у меня выпучиваются глаза. Почему? Потому что я не представляю, как можно так рассуждать. Честно, я не могу этого представить. О чем, как в голове это родилось? Собака храпит, не таролог. Нет в носу кольца, как знаешь, африканские племя, не таролог. То есть... С костями не ходишь по улице, бабушка Яга, костяная нога. Да. Не таролог. Вот странно, да, странно. А мы вчера начали с Максимом читать книгу и про Гуимплена. Как же... человек, который постоянно улыбается, или как? Человек, который всегда смеется. Все время смеется. Виктор Гюго написал эту книгу. Владимир Николаевич недавно не мог вспомнить, кто такой Виктор Гюго, и назвал его Виктором. Видимо, детство у Владимира Николаевича было давно, очень давно. И тяжелое. И тяжелое, деревянные игрушки, прибитые к полу. И, в общем, Максим заинтересовался, маленький наш. Ему еще не задавали Гуимплена читать. Виктора Гюго еще не было по программе литературы, а если было, то он его это все пропустил, естественно, мимо ушей. И я говорю: ты не знаешь, что такое Гуимплен? Он говорит: нет. Вернее, не Гуимплен, а Гуинплен, извините, пожалуйста. Владимир Николаевич все-таки раздавил на мне комара, нажравшегося крови, 2 литра причем. И все руки у него теперь в крови. Господи, какой кошмар. И все. И он не читал про Гуинплена и не знает, кто такой Гуинплен вообще. И я ему говорю: это человек, которому разрезали лицо. Улыбку разрезали до ушей, чтобы он всегда улыбался. И, говорю, у него остались очень безобразные шрамы. Он говорит: я хочу узнать поподробнее, кто такой Гуинплен. И мы начали читать книгу Виктора Гюго. Человек, который всегда смеется. А начинается книга с того, что человек по имени Медведь ходит с волком по имени Человек. И у них кибитка, и они везде выступают. Он является неким подобием, на самом деле, колдуна. Или алхимика, или человека-знахаря, целителя. А ведь на дворе-то 1800 какой-то год, понимаете? Инквизиция. И там рассказывается, как он не заходил на территорию Нидерландов. Потому что если вас взвешают на весах, и окажется, что ваш вес недостаточен, то вас сожгут. А если этот вес превосходит должную норму, то вас повесят.
То есть даже не было третьего варианта, чтобы вы выжили, понимаете? То есть на территории Нидерландов была такая жесткая инквизиция в тот момент, что вас могли, если вы весом не достаете, обвинить в колдовстве и сжечь на костре тут же. А если веса у вас слишком много, то вас бы просто повесили. Гуманно повесили бы, понимаете? И мы читали там Гуинплен и вот этот Урсус это медведь в переводе на русский, они жили в Великобритании в тот момент и в Шотландии, и другие территории не посещали, именно из-за инквизиции. Но на территории Великобритании и Шотландии их тоже могли обвинить, человека и волка, вот в колдовстве. Просто наблюдая за ним, они не увидели, что... Помнишь, Владимир Николаевич, я вчера зачитывала? Они не увидели, что он, там что-то заходя в лес, не превращает петухов черных в четырехкрылых петухов. Вот. И там, ну, в общем, заходя в лес, не проводят определенные ритуалы и так далее, чуть там с болота не собирают. В общем, так интересно было вообще. Книга такая прям потрясающая. Ну, мы ее только начали для Максима читать, и я надеюсь, что мы сегодня продолжим. А еще мы с ним смотрим аниме «Клинок, рассекающий демонов». Тоже очень занятная такая штука. И смотрим с Владимиром Николаевичем «Леденящие душу. Приключения Сабрины», но мы их уже досматриваем. 4-й сезон сериал. Как смотрим? Один раз в неделю. Ну, потому что у нас работы много. Да. Но мы же досматриваем уже 4-й сезон. Значит, все-таки мы по ночам, я когда делаю дипломы по ночам и игру «Угадай», мы смотрим Сабрину. Вот. То есть у меня всегда идет работа, несмотря ни на что, но если я делаю диплом, я могу смотреть при этом фильм. Вот. В общем, всю нашу подноготную вывалила. Чайки сейчас над нами прям летали, кружили. Вот она, видите? Прям близко так это. Вон она опять летит сюда, видите? Ох, прям это. Что есть? Что им надо, интересно, от нас. Надеюсь, они не хотят нам на голову накакать. С моей удачей. А мой муж недавно, Владимир Николаевич, шел. Да, спасибо, дорогая. Шел, и на него накакали. Недавно было дело. Его пометили высшие силы. Я в таких случаях всегда говорю к Деньгам. Как Сингам прям. Кто не смотрел фильм про Сингама, обязательно посмотрите. Он так и называется «Сингам». Первая часть и вторая часть. Первая часть обалденный фильм, но вторую вы тоже можете посмотреть. Они увидели это. Смотри, да, я сниму. Вон. А что это? Печенька. Печенька? Кто-то И они уронил. кружат над печенькой над этой, Ну, пытаясь ее сожрать. давайте я вам кину. Так ты возьми в руки, что ты боишься-то? Да кто-то ее ел. Ну и что? Вон пусть там сядет. Ой, Владимир Николаевич, как вы брезгливы. Все, вон. Ага, точно это забрала, слушай? Забрала. Это было все из-за печеньки, весь сыр-бор, понимаете? Ничего себе. Там мужичок с металлодетектором уже. Пляжный день закончился, и вот они Берут металлодетектор. берут металлодетектор и на такие места идут и копают. Они все проверяют досконально, весь пляж. Вдруг кто-то обронил золотишко, деньги. Очень удобная работа. Работать не надо, да деньги у тебя всегда есть. Потом идешь утром в ломбард, да и все. Ну, если найдет, если удачно. Ну он вон копает, стоит прямо сейчас уже Ну, перед он тобой. может и крышечку от бутылки, вон как там. Ну, может, но вот сейчас мы посмотрим улов-то каков. Мы как две бабки-сплетницы сидим и за всеми наблюдаем здесь просто. Выбрось. Выбросил, значит, не то. Значит, что-то не нравится ему. Крышечку от пива. Крышечку от пива нашел, да. А мы такие с горки наблюдаем за этим всем, умники, и рассуждаем. Так, что это нашел? В карман. Так, карман. Все, понятно. Можно грабить этого мужика. Сейчас он пройдет везде, все соберет, а мы просто его потом в лесу поймаем. Все. Мы решили пройти сейчас по дорожкам и заснять лес или парк, как сказать. Может быть, если он еще пока в лучах, а может быть уже и не в лучах. Так,
Тут есть кое-где лучи, но они уже не такие, конечно. Но все равно прогуляемся, интересно же, вот как сейчас выглядит этот парк. И потом сходим еще в сам парк, который центральный Зеленоградский парк. Тут же рядом, да, возле озера. Там замечательно, красиво очень. Вот. Тут мы очень любим по вот этому месту гулять, по этой дорожке, потому что ее проложили, и она, ну, очень удобная такая. Вот кто-то с собачкой гуляет, люди катаются. А вечер, и все такое сразу загадочное, интересное. Вы смотрите, совсем иное, чем днем, как бы. Хочешь, пойдем туда? Ты хочешь туда? Нет, давай так. Пошли дальше, пошли. Там я хочу выйти, где экскаватор копал. Да, все, договорились. И там поснимаем, и потом еще в парк сходим, поснимаем. Да. Очень здесь шикарно вечером. Совсем не та обстановка, какая днем. И, ну, вы знаете, даже несмотря на то, что людей очень много, и они как бы иногда громко говорят, но такое чувство, что как тишина какая-то дополнительная. Такое вот, не знаю, загадочное ощущение, прям сказочное или волшебное. Да, вот лучи солнца все-таки пробивают. Пробиваются, да, здесь. Потому что сейчас закат будет, мы же на закат приехали, и закат тоже будем снимать, естественно, постараемся. Если успеем, если все будет нормально, то, конечно, постараемся его снять. Закат сегодня в 21:07. Да, мы уже все посчитали. Мы уже все посчитали. Птички поют потихоньку, хотя уже вот время 19:47, а птички немножко так, ну, поют еще. И вяхери. Вот. Вон там залито солнцем, смотри. Да. Сейчас мы туда подойдем, и там будет интересно, я думаю. Я вот это очень люблю, когда залито солнцем. Лес. Он такой становится оранжевый. И парк также. Я уже кофточку одела. Меня уже начало чуть-чуть подмораживать. Потому что, ну, вечереет, и все равно хочется сразу же закутаться немножко. Ноги у меня, конечно, в шортах, их уже не спрячешь, а кофточку я одела. Да. Поверх своей короткой футболки. Вот сейчас 18 по гуглу. Слышите, вяхеря? Такой вяхерь смешной, там где-то в листве там прячется. Вот, видите, вот эта полоска света? Так очень... Это где мы тоже любим сидеть. Да, мы тоже здесь все время. Вот оно солнце и полоска света, лес и кладбище освещает. Зато не шумная компания. Да, уж совсем тихая, я бы сказала, неразговорчивая совершенно компания. Делами занимаются. У каждого свои дела. Ой, Господи, упаси Господи. У меня бабушка так всегда говорила, что если что-то тебе не нравится, там, или ты услышал что-то плохое, нужно сказать: упаси Господи меня от этого. И все. Такая присказка всегда у нее была. Что бы она не услышала, она говорила: упаси Господи, упаси Господи. И она меня этому научила теперь на всю жизнь. Как говорится, не освободишься уже от этих привычек, потому что и бабушку я всегда очень любила. Ой. Море шумит, музыка. Я сегодня сидела и ностальгически выбирала фотографии всех людей, которые получили наши призы на канале Школа Таро Альвиен в конкурсах. Не их личные фото лица, а тех призов, которые они получили. И набралось довольно много фотографий. Вот. То есть, когда человек получает приз, он иногда нам его фотографирует, уже полученный приз, вместе там с нашим конвертом или письмом, если я, ну, пишу письмо. Я и когда-то пишу письмо человеку, а когда-то нет. Все зависит от того, есть ли у меня время на самом деле. В последнее время не пишу письма. Почему? Потому что, ну, бывает и 5 минут выкроить на самом деле очень сложно.
Для письма нужна концентрация. Ну да, нужно как-то и придумать, Ставить. что написать, и все. И люди, бывало, письма фотографировали, призы, нашу конверт, там, посылку и все вот это прочее. И я это все собирала 2 года. И все, что нам выслали, я хочу объединить в одно видео на канале Школа Таро Альвиен. И сделать как слайд-шоу, музыка. Вот такое я хочу сделать видео. И вы увидите, насколько это оказывается такой конкурс, да, всеобъемлющий. Кажется, ерунда. Каждую неделю мы выдаем приз. Высылаем его в другой регион или в другую страну. Были разные смешные случаи. И даже бывала женщина одна выиграла с Калининграда. И мы просто отправили колоду курьером. Да. Яндекс.Курьер. Яндекс.Курьер увез эту колоду и все. Так, мы сейчас музыку обойдем. Вот здесь зона спуска водной техники. Видите, ее сделали специально. Да, Тут все отгородили по бокам. И даже автомобиль туда, вон, смотрите, загнали. Ничего себе. Вот наше солнце, которое уже почти садится. Вот туда так. Курская коса. Да, туда Курская коса. Можно пешком уйти по пляжу. Не знаю, пустят или нет, но пройти можно. То есть нет такого места, там, чтобы не пройти, например. В этом году обязали Даже вот тех на автобусе туристов, которые едут на автобусе, платить. не в поселке, а именно как туристы на такие места, как высота F, Ну и другие там Мюллера, да. музеи, озеро Лебедь. Да. Любые туристические объекты Курской косы. Туристы, не местные. Они через жители, приложение туристы, обязаны да. платить. Я И тебя перебила и все. Сохранить при оплате, давай отойдем. При оплате сохранить QR-код, возможно его распечатать, потому что там не везде есть интернет. И нести эти распечатки с собой. Вести, чтобы могли проверить факт оплаты. Да? Не знаю, как это будет. Говорят, что выборочно будут проверять. Но Ну, по крайней мере, собирают денежки хорошо так собирают денежки. Меня запах смутил. водоросли, смотрю, что Вонище такая. Я понять не могу, что такое. Но какие-то они странные, почему такие вонючие-то? У нас обычно так не пахнет. А тут именно черное что-то прям. Смотри, все, и вода черная здесь. Что это такое? Что-то принесло. Водоросли, но пахнет сильно. И главное, не так уж много этого всего. Дальше все нету. Да, но дальше нету. Видишь, это только чуть-чуть их принесло и все. Дальше чисто абсолютно. Так, ну ладно, посмотрели пляжик и пошли обратно в лес. Хороший ракурс, да. Да. Мы идем. Так загадочно, так красиво. Деревья, смотрите, обросли таким плющом еще интересно так. Некоторые плющом, видишь, обросли, Вов? Да. И они как, не знаю, как в лесу эльфов каких-нибудь там или такое что-то. Собачки бегут. Маленькие. Запах очень хороший. Вот в лесу прекрасно пахнет, а на море почему-то эти водоросли выбрасывала и пахнет тухлой рыбой. Но именно только в том месте, где мы снимали сейчас. А во всех остальных местах такого нет. Там пыльцу, рапсовую пыльцу, ну, прибило к берегу, получается, то есть не на самом береге, а именно в волне прибережной. Болтается это, желтая такая вода получается. Да, по сути, в крапинку. это до первого хорошего ветра, шторма. Ну да, как только будет волнение на море, конечно, эта вся пыльца утонет, уйдет там. Она просто слишком легкая, чтобы утонуть сразу. То есть она болтается на поверхности воды. Мы когда ее в первый раз увидели, думали, что это загрязнение, но смотрю, на волнах качаются чайки, и все ее клюют. Я думаю, что они краску клевать будут, что ли? А потом поняли уже, что, ну, чайка не стала бы, конечно, что такое есть, и просто кушает пыльцу и все. Ну, Вот. если это не голубь из мультфильма Камуфляж и шпионаж. и шпионаж. Боже, у Владимира Николаевича от этого мультфильма психологическая травма.
на всю травма, его не оставшуюся травма, жизнь. но- Кто смотрел камуфляж и шпионаж? Что, на кладбище так едет? С таким визгом. Кто смотрел мультик «Камуфляж и шпионаж», обязательно пишите свое мнение о голубях в этом мультике и о том, как они кушают особенно. Владимира Николаевича на всю жизнь это впечатлило, по-моему. но- Он как человек, который не подозревал, что... Все, мы закрыли эту тему. Да. Если кто-то смотрел, пишите, вы поймете, о чем Нет, речь. я-то нормально воспринимаю, просто... Не надо врать. Меня в тот момент это шокировало очень. Мы были в кинотеатре, Подняла. и он это видел на огромном экране просто. Подняло какие-то воспоминания из детства. Погоди, мне нужно сделать здесь фотографию. Фотоаппарат не передает это вот такое освещение, а камера, может, передаст. Вот мы решили, ну, подольше постоять, заснять. Вот как, не знаю, прям красиво очень, конечно. Тут тоже в парке вот такие вот солнечные лучи заходящего солнца озаряют парк. Очень красиво. Вот я очень такие люблю моменты. И этого, кроме как вечером или рано-рано утром, никак не увидишь больше. Красиво. Так красиво здесь. И там еще вон эти байдарочники или лодочники какие-то другие. По вечерам, помнишь? В прошлом году мы снимали самый красивый закат, видео называется. Ага, они там тоже плавали, Они слушай, тоже правда. на закате плавали. Подержи. Красивенько. Мы решили спуститься на пляж, а в парк не пошли, потому что уже... Ух ты, смотрите, какое облако. Потому что уже в парке стало темно, а камера в темноте вообще не берет. О, я не могу над этими облаками. Такие шикарные облака. Да, Вот. все занято. Амбар тоже. Да, мы кушать не хотим. Столики. Мы приехали, кофе попили в Тестилабе, как обычно. Безе свои стандартные съели, банку на двоих, как обычно, по 99 рублей. И успокоились. Да. Я вообще обожаю их безе, потому что безе не содержит жира. Холестерин не поднимает. Очень удобно. Ты ешь вроде как что-то сладкое, но при этом оно состоит только из белка. И ничего в нем нет, кроме сахара и белка. И это очень удобно. Ну, там еще красители есть, конечно. Но мы этот момент упустим. Он с пищевой, ладно. Такой розоватый. Все равно натуральный должен быть, если розовый. Плюс-минус. Ну, плюс-минус, да. Как говорит Харламов, да? Ну, плюс-минус. Вот. Смотрите, как хорошо смотрится. Солнце отсюда снизу еще. Правда, ветерок, наверное, вам шуршит. Вот пляж тут. Ой, вообще шикарно. Где сядем, Вов? Здесь давай. Здесь где-нибудь? Вы увидели такие балы. Я здесь предлагаю. Здесь Давай. меньше людей, а как бы сотрудники. Вообще никого нет здесь. Класс. Так, а мы будем стелиться, да? Давай. Я что здесь? Заметил, так тепло перед закатом стало. Да. Прям тепло, тепло, тепло. 100 раз теплее, чем мы когда приехали, прям резко прям стало тепло. Ветер вообще ушел куда-то весь. Ну, он, конечно, есть, наверное, камера слышно, но он маленький совсем ветерок.
такой релакс. Кайф. А ты стойку не брал? Пойдем будем
всего-навсего. Шоколадно? Дайте сумму, дайте кошку! Вот так, вот так, давай, давай! Опа! Давай подтянем! Видите, колесо в лучах заходящего солнца. И кабинки, каждая радуга сверкают. Здорово, да? Романтично смотрится. Сувениры так солнышко подсвечивает. Это, конечно, очень играет. Всех подсвечивает закатное солнце. Всех людей, все его фотографируют, все его снимают. Такое уже теперь рыжее, яркое. И вот тут такое небо. Релакс. Выберем что-нибудь, да? План летит. Представляете, как там вверху на всех смотришь, солнце, и тут этот дельтаплан, и ты такой летишь, и на всех смотришь, и такой, ура! Сзади тебя пропеллер, и ты чувствуешь себя Карлсоном. Да, который живет на крыше, но сейчас летит по своим делам. Представляете, вот это все, да? Интересно, вы боитесь вот на такой штуке летать? Расскажите, вы летали? Я нет. Я точно нет. Оно не страшно, метров 30
Там выше ты высоту не чувствуешь. Вот до 30 метров еще страшно. А потом уже нет. Ну вот так. Кто-то даже купается. Или это буёк. Вон он летит опять, видите? Уже с той стороны летит на нас. Ура! Я не помню, что мы кричали самолетом в детском саду. Но кричали что-то. Сейчас не могу вспомнить, что. Он ведь не упадет, верно? А, мы так и кричали: самолет! Самолет! Дельтаплан! Так мы и кричали, да. 21:07 ровно начался. Всё по Ну да. А теперь мы поймали дзен. Дельтаплан такой: вы меня недостаточно хорошо сняли, дельтапланерист. Пойду. Я вам еще кружок сделал. Пойду-ка я к закату поближе, чтобы всем показать, какой я красивый. Солнце тачдаун делает. Это когда солнце Закатывается в закат. за море, Да. касается моря без облаков. Называли тачдауном в Индии. Ну все, тачдаун мы сняли. До самого конца мы его, конечно, не доснимем, наверное. Да, нам нужно двигаться. Да.